Так, не знаю, сейчас Рашид Мусаевич нам присоединится, не присоединится, но вот мы впервые провели часовой эфир, то есть неожиданно для меня, но, как сами видите, собеседник очень интересный, и сама история очень интересная, и проект очень интересный, поэтому мы вот, собственно, сейчас попробуем выйти повторно, но если нет, то нет, мы и так уже очень много мы поговорили, вот, и поэтому... а, в общем, видимо, а, нет, да, то есть Рашид Мусаевич нет. В общем, вот такая история у нас про проект Бату и про проект Бог. Мы очень надеемся, что в ближайший год-два мы сможем их увидеть на больших экранах. Да, мы бы с удовольствием поговорили еще, но нас, оказывается, Инстаграм ограничивает по времени, что больше часа мы не можем проводить в эфире. Вот, соответственно, ну, то есть, либо мы сейчас ждем Рашида Мусаевича, либо уже завершаем. Вот, поэтому серию прямых эфиров мы продолжим. Следующий эфир у нас намечен на пятницу, и гость будет объявлен дополнительно. Рашиду Мусаевичу я говорю большое спасибо за очень интересный разговор, очень содержательный. Мы до этого практически весь день проговорили в переписке, то есть я думаю, что как только мы выйдем из карантина, мы все-таки запишем полноценное интервью и выложим его на наших страницах, потому что мы сами... Вот, Рашид Мусаевич нам присоединился. Вот. И сейчас мы закончим. Да, Да, нас да. выкинуло, да. Вот. Давайте да, договорим уже про Бетховена. И да, да, второй сегмент у нас вот именно в звуковой части, как он будет оформлен. Да, но это классический неонуар, это моя любимая Касабланка там и так далее, да, то есть это такая тихая, классная, но джазового такого порядка музыка, вот, которая не мешает, которая существует где-то в кадре, и за кадром она выполняет некую драматургическую роль саспенса. Но тоже без пережима, безусловно. Но это более такое, ну вот мы будем опираться на примеры великих фильмов нуар, еще довоенных даже. Но очень так, как бы, аккуратненько, Да. не переборщив, не свалив это все в комедию. Вот. Хотя юмора, я думаю, юмором я насыщу. Но это будет другого порядка юмор. Значит, эпизоды с нашей белой вдовой, они, безусловно, должны быть насыщены живыми звуками, больше, нежели какой-то драматически экспрессивной музыкой. Это звуки страдания, в принципе. Угу. Вот. Это, конечно, пение муэдзина, да, которое просто не идет закадрово, чтобы нагнетать страху, а оно звучит в реальной жизни. Это реальные люди поют. Это реальные люди чего-то ждут. Это звуки из радио, которые врываются и так далее. Поскольку здесь больше реалистический репортажный стиль, он ближе, максимально приближенный к жизни вот этот отрезок. Иначе не объяснишь. Объяснить его, да, верой там, я не знаю, в какие-то Аллаха там или еще что, то тогда ты как бы нарушишь прерогативу самих людей, которые в него верят. Угу. Это их личное дело. Я не могу за них решать, в чем заключается их вера. Ну да, здесь, наверное, все-таки следует вот визуальной Значит, составляющей, которая... да. И последний, но это, конечно, скриптонит. Но это там, если вы включите скриптонита, вы услышите эту музыку. Причем мне очень интересно, как он развивается. Он уходит от чисто рэпа. То есть он исследует новые звуковые формы, он работает очень интересно со звуком. И на мой взгляд, это очень кинематографично. Могло бы быть очень кинематографично. Вот если он согласится, и не выступить просто как, может быть, если он воспримет это, просто меня как типаж взяли, а что, а я же не такой там. Нет. Если это действительно проработать и над образом, и над звуком, то это тоже может получиться очень интересно. И он может какие-то новые вещи для себя открыть. Вот. Вот примерно у вас понятно. Но это мы ни в коем случае не должны превратить в кашу, безусловно. То есть должна быть единая
звуковое, как бы, ну, как это, супервайзинг Мгм. над всем этим делом. То есть это не должно просто превратиться никак, ни во что не складывающееся такое Ну да, осколки, разумеется, да? да. Это мозаика, но это мозаика. Это не просто битое стекло, сваленное в одну кучу. Так, хорошо, Мусаич, да, все, мы тогда будем закругляться уже, да. Да. Очень было с вами интересно беседовать. Это самый длинный эфир у нас за всю историю, мы уже сколько уже, больше Да. 40 Ну, провели. надеюсь, мне не надоели там. Нет, мне даже пишут, поговорить еще, очень интересно вот, Да. в комментариях. Окей. Спасибо вам Хорошо. большое. Мы надеемся, что в самое ближайшее время ваши оба проекта будут реализованы и в виде Спасибо. документального фильма, в виде сериала, в виде полнометражного игрового кино. Да, то есть, и я очень жду и тот, и другой проект. Надеюсь, Спасибо. после карантина встретимся, Спасибо, Карим. Да. Да. подробнее побеседуем уже. Мне это важно, чтобы то, что ты делаешь, было нужно. Да. Спасибо. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Вот мы и завершили, да, первую часть эфира вы можете посмотреть у нас в сторис, мы еще сохраним, еще выложим, у нас еще большой материал есть, который нам Рашид Мусаевич прислал по проекту Бату, очень объемный, и мы его тоже выложим на нашей странице, с его позволения. Поэтому следите за нашими эфирами, надеюсь, будет так же интересно, как сегодня, и всего хорошего. До свидания.